Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Музей звуков». Вы помните, в прошлом году мы вели передачи, в основном посвященные казахским народным музыкальным инструментам. Их очень много. В основном передачи мы вели из Музея казахских народных музыкальных инструментов имени Класса. Но не только. Мы были в музеях Кокчетава, Семипалатинска, Павлодара, Кызылорды. И во всех музеях этих городов мы слышали музыку. Не случайно наша программа называется «Музей звуков». Но эту тему мы, я не скажу, чтобы исчерпали, но посвятили ей 24 передачи. А вот Новый год, 2015, мне бы хотелось представить вам очень интересный момент общности, дружбы двух муз, изобразительного и музыкального искусства. Давно я мечтал заглянуть вот в этот храм искусства. Он не случайно называется Государственный музей искусств имени Абылхана Костеева. Это удивительная, действительно, экспозиция, большая, масштабная, слияние двух искусств, музыкального и изобразительного. Мы пройдемся по залам и обнаружим интересные моменты соприкосновения искусств, которые помогут нам глубже узнать и изобразительное, и музыкальное искусство. Приглашаю вас в музей Абылхана Костеева. Ну что ж, дорогие друзья, обратите внимание, мы только зашли в вестибюль музея и убеждаемся, что это не просто музей изобразительных искусств, это музей искусств. Здесь, в вестибюле, представлена вот эта вот замечательная скульптурная группа. Называется она «Мелодия». Это работа скульптора Рахрамеева. Но я бы ее назвал квартет, потому что это ведь отображение классического квартета. Первая, вторая скрипка, альт, виолончель. И, согласитесь, невольно возникают ассоциации с звучанием этого ансамбля. Для меня лично где-то ассоциация со звучанием нашего замечательного государственного квартета имени Жубановой, неотъемлемой составляющей Казахской государственной филармонии имени Джамбула. Скульптура называется «Мелодия», да ведь это квартет. Как видите, музыка здесь присутствует почти на каждом шагу. Этот рояль я слышал неоднократно в этом зале. Здесь проходят великолепные музыкальные вечера. Вообще, Костеевский музей – это широкая панорама истории нашей страны. И не только истории, культуры. К примеру, мы видим портрет Абая. Ведь это же материал интереснейший для раздумий о жизни, творчестве юный Абай. Но есть много портретов и великого Абая в возрасте. Чокан Валиханов, непосредственное отношение имеющих к музыке. А вот прекрасный портрет
Костеевский Джамбула, великого Джамбула. Но я хочу обратить ваше внимание, друзья, вот на эту панораму. Костеевская картина «Колхозный той». 1937 год, обратите внимание. И если присмотреться, мы видим две домбры, кубыс и СБСГ в ансамбле. Это пример ансамблевого музицирования в 30-х годах 20 века. И танец. Как интересно! Через картину мы узнаем широкую панораму культуры, истории казахского народа. Колхозный той, Костей. Музыка в залах Костеевского музея звучит не только живописных полотен, но, обратите внимание, и со скульптур. Вот это великолепнейшая работа Наурызбаева, облик великого Кейши Курмангазы. Или вот другая его работа Наурызбаева, юный Джамбул. Смотрите, какой активный шаг этого юного акына в будущее, в наше время, несущего свой талант. Но мне бы хотелось обратить ваше внимание на работу Кенбаева. Вот это вот полотно, называемое «Ловля лошади». Если присмотреться, то начинаешь просто слышать ритм скачки, столь характерный для домбрового кюя, слышать кюй великого Курмангазы. Интересно, многообразно представлены образы артистов самых различных жанров. Вот, к примеру, балерина. Это скульптурная работа Усачева. Балерина – это уже другой жанр, но ведь он тоже связан с музыкой. Но более всего мне нравится, когда облик артиста представлен в исполняемом им роли. В этом отношении великолепна, конечно, работа Прокопьевой, Еремек Серкибаев в роли Фигаро. Прекрасная работа, живая, буквально звучащая работа. Или вот этот триптих Исмаиловой, великолепный, артистов оперной и театральной сцены. Жандарбекова в роли Актукты в пьесе Мусрепова «Трагедия поэта». Жандарбекова. А вот на этой картине мы видим великую танцовщицу Шару Жаинкулову. И называется картина «Казахский вальс». Согласитесь, ведь так и звучит вальс Латифа Хамиди. Но более всего меня потрясает вот это полотно. Это Куляш Байсеитова в роли Жебек в одноименной опере Барусиловского «Кыз-Жебек». Вы знаете, глядя на нее, почему-то у меня возникают ассоциации с теми далекими документальными кадрами, запечатлевшими великую певицу, когда звенел ее голос на сцене оперного театра. Куляш Байсеитова.
Вы знаете, друзья, на поверке вопрос взаимосвязи изобразительного искусства и музыкального оказывается довольно сложным. И мне представляется, что просто не обойтись без консультации коллеги в сфере уже изобразительного искусства. И любезно согласилась Светлана Жума-Султановна, специалист в области изобразительного искусства, немножечко побеседовать нам на общие темы, где мы соприкасаемся. Музыкальное и изобразительное искусство. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, что все-таки главное в изобразительном искусстве? Ну, возьмем вот, сказать, живопись. Ну, прежде всего, это рисунок, поскольку рисунок – это основа каждой композиции, которую мы видим сегодня в залах музея. Да? И мне бы хотелось просто показать вам небольшой рисунок у Ахмета Ходжикова, который является иллюстрацией к стихам Абая. И вот как несколькими линиями художник передает свои впечатления о величии поэта. Да? Такой, создается монументальный образ. И прежде всего художник работает карандашом, тушью, делает какие-то зарисовки, передавая свои визуальные впечатления или какие-то свои собственные ощущения, да? А затем все это уже расцветает красками или в акварели, как здесь представлена вторая работа, или уже в живописных произведениях. Я с вами совершенно согласен и могу провести параллель, друзья. В изобразительном искусстве это рисунок, а в музыке мелодия. Или, если монументальное произведение, тема. Да, мелодия, а потом она уже начинает расцвечиваться тембрами разных инструментов или палитрой всего оркестра. Но тема. Ну что ж, мы уже нашли точки соприкосновения, я бы даже сказал, не точки, а линии. Рисунок и мелодия. Вот что общего между изобразительным и музыкальным искусством. Но рисунок может очень по-разному раскрашиваться. Вот в этой связи возникают различные техники. Так, наверное, можно сказать, да? Я бы скорее сказала, что рисунок приобретает различные интонации. Поскольку если это рисунок в акварели, то он более камерный какой-то, спокойный. Да? Если это гуашь, то сама вот техника, она такая густая, она требует немножко иного выражения. Это вот какой-то больше, может быть, напор, содержание, больше силы. А если это уже живопись, то если еще добавить технику, технологию исполнения, то есть это или широкие энергичные мазки, да, или какая-то пастозность, может быть, в создании произведения, то, конечно же, в зависимости от идеи рождаются совершенно разные какие-то вот впечатления, то, что художник может выразить. Знаете, я слышу в вашем объяснении некий аналог тембров, то, что в музыке называется тембр, тоже краска. Мы можем раскрасить этот рисунок тембрами разных инструментов, а порой даже у одного инструмента, в зависимости от используемого регистра, тоже будет звучать по-разному этот рисунок, в верхнем или нижнем регистре. Но когда собираются несколько красок, несколько тембров, несколько инструментов, то возникает вот то, что, наверное, в живописи называется станковой живописью или массовой, да? И вот в этом отношении показательным примером, конечно же, это классика, великолепная картина Джамбул и да, удивительное произведение, причем мне бы хотелось остановиться на том, что Абрам Черкасский относится к тем художникам, которые волей судеб оказались в Казахстане. В связи с чем это вспоминается, поскольку он изображает двух казахских акынов, ну, просто с такой теплотой и любовью, да, казалось бы, вот, ну, судьба забросила его в Казахстан, вот эта яркая солнечная природа, там, может быть, сами горы, открыли в нем импрессионистическое, извините, видение. И плюс он обращается к нашим акынам, да, изображает вот там сидящими, объединяет причем разные жанры, там пейзаж, натюрморт и портрет в едином произведении. А я слышу сейчас в ваших речах очень интересный момент, что как в живописи, так и в музыке может быть очень активное влияние различных культур. То есть об этом же самом можно рассказать не только разными красками, но и разными жанрами, как в музыке красками симфонического оркестра можно поднять эту глубоко национальную тему со звучанием темы Дины и Джамбула, Кейшей и Акына. Симфоническая партитура.
Ну что ж, мы нашли еще одну очень важную точку соприкосновения наших искусств, изобразительного и музыкального, но уверен, что здесь гораздо больше. А вот закончить нашу программу мне хотелось бы каким-то моментом, где объединяются эти искусства. Я уверен, что вы понимаете, что это жанр музыкально-сценический. Ведь сколько было талантливых художников, работающих музыкально-сценических жанров, в частности, опера и балет. Даша, казахстанский. Действительно, в нашей коллекции достаточно работ художников, которые работали в театре. Необходимо отметить, что все они отличаются определенной оригинальностью. Видимо, работа вот в театре, она дает большую свободу. И художники становятся как-то менее закрепощены какими-то академическими рамками, академическими правилами. У нас в коллекции замечательные работы не нашего, как мы уже могли сегодня убедиться, Гульфарус Мансуровна Исмаилова, Евгения Сидоркина. Здесь ведь вопрос идет не только о декорациях, но и о костюмах, и о реквизите, о всей гамме вот этих вот изобразительных эффектов и свет в том числе, которые используются театралами в донесении музыкально-сценического произведения. Я думаю, что закончить нам нашу программу, потому что она может быть беспредельна, надо каким-то фрагментом очень показательного отношения. Ну, например, памятуя взаимовлияние европейского, русского искусства с казахстанским, вот дать пример такого, в котором очень ярко звучит и казахская тема, в частности, казахский кюй, половецкие пляски Бородина. Знаете, как там звучит этот кюй, танец мальчиков? Великолепный пример буйства буквально изобразительного искусства в синтезе с музыкальным. Половецкие пляски из князя Игоря Бородина.